Современный вахтовый поселок и обогатительная фабрика появились на Тампонской земле спустя почти 2 десятилетия забвения. Компания «Полиметалл» буквально вдохнула новую жизнь в эти места. Для того, чтобы горную руду превратить в золотой или серебряный концентрат, на сложном и многоступенчатом производстве трудятся представители 50 различных специальностей, начиная с горнорабочих, маркшейдеров, технологов и до редких флотатора и метролога. Геолог Карл Варламов уже опытный вахтовик. Сюда, на Нежданинку, приезжает не в первый раз. Устроился в мае 2022 года. То есть мой рабочий стаж уже составляет почти 3 года полных. Сюда пришел работать именно в Полиметалл, потому что, когда оканчивал университет, я начал мониторить горнодобывающие предприятия, которые работают в нашей республике. И Полиметалл, конечно же, является одним из ведущих компаний по стране, не только в республике, по стране. И начал задавать вопросы, как можно интересно к ним устроиться. И подал просто резюме в геологическую службу. И спустя какое-то время мне позвонили, провели, так сказать, собеседование. Ну и все, в принципе, заехал на свою первую вахту. Наверное, больше всего в первую очередь запомнилась дорога, как добирались сюда. Что республика у нас большая, ехать долго. Иногда и сложно бывает добираться. Чего боялся больше всего, это то, что я не приживусь именно в коллективе. Но эти страхи оказались напрасны, потому что коллектив здесь очень хороший. Как только я приехал, мои старшие коллеги сразу начали мне во всем помогать. И что в быту, что по работе, вот мои коллеги очень сильно мне помогли. И поэтому первая вахта у меня прошла хорошо. Он к нам пришел, сразу мы к нему прониклись, почувствовали, что, знаете, наш человек, он очень ответственно относился к работе, то есть все, что мы ему показывали, объясняли, он понимал, воспринимал сразу. Если что-то, какие-то вопросы он задает, все легко, очень легко, и приятно работать было всегда, с самого начала. Наш рабочий день начинается с 8, каждый день, с 8 утра. То есть подъем около 7 часов утра, зарядка, завтрак. Да и приходим на работу, начинаем работать. Здесь у нас обеденный перерыв длится 2 часа, это с 12 до 2. И за это время, соответственно, обед. Можно отдохнуть в общежитии, пойти, можно поработать, кто тут кому как хочется. А рабочий день вечером до 8 часов. Поужинать после работы. И мы обычно с коллегами ходим в спортивный зал. Очень хороший у нас построили. В прошлом году попал в команду моего предприятия по футболу. В прошлом году на отборочном этапе заняли 2-е место. В нашей компании условия очень хорошие, я бы сказал, идеальные. Потому что здесь есть все, что нужно для работы. То есть ты сюда заезжаешь на вахту, и ты ни в чем, в принципе, не нуждаешься. Все есть здесь. Сейчас у многих людей стереотипы, что вахта – это где-то на севере, прям где нет условий, нет связи, нет интернета. И добираться туда на оленях, грубо говоря. Нет, это все стереотипы. Именно в нашем предприятии, в нашей компании идеальные условия созданы для людей, поэтому остается только работать и радоваться. Непосредственно перед вами процесс документации керна, материала, который поступает после бурения. То есть здесь нашим геологам весь этот материал документируется, и затем вся эта информация попадает в нашу базу данных, с помощью которой мы будем работать, с помощью которой мы будем строить рудные тела и, соответственно, дальше считать минеральные ресурсы нашего месторождения. То есть это материал, от скважин, который мы доразведываем наше месторождение. Это свежий керн, который пробурился когда? Вчера, да, наверное? Вчера. Который пробурился вчера.
Здесь каждый специалист и каждая служба отвечают за свое направление. Однако взаимодействие и взаимосвязь присутствуют на любом этапе. Ведь от четких и слаженных действий зависит конечный результат. Вот наш коллектив маршрутской службы. Он представлен 4 маршрейдерами и 2 горнорабочими на маршрутских работах. Ребята из разных регионов, в том числе много местных ребят из Якутии, выпускников Хандыкского горно-геологического техникума. В нашей работе очень важно, чтобы коллектив был дружным, благо у нас с этим все в порядке. Это наш рабочий план. Ребята приезжают и регулярно ведут, получается, карьер, работу в карьере. Не ведут, пополняют, актуализируют ситуацию на карьере. То есть это, грубо говоря, это 3D-модель, и каждый день она у нас обновляется. Все отделы на участке – это как один большой организм. То есть один отдел не может без второго. В последнее время тенденция такая, что местных ребят много в нашей компании. И работают и работают, как все. В отличия никакого нет. Потому что все зависит от каждого человека, как он относится к своей работе, насколько он компетентен. И эти все понятия, стереотипы, это всего лишь стереотипы, да. А так местных ребят много, общаемся тоже, поддерживаем связь, Местных ребят здесь ценят за их работоспособность и трудолюбие. Не зря их называют якутскими алмазами. Берут на работу после окончания вузов и колледжей даже без опыта. Такая практика себя оправдала, считают в руководстве компании. Мы всегда готовы помочь, обучить как внутри отделов. Этим занимаются все отделы, все коллеги, с которыми здесь работаем, все руководители. Так и направить на корпоративные курсы обучения. Они проходят как в удаленном формате, прямо на рабочем месте, так и очень много поездок в Санкт-Петербург, в головную компанию, где собирают ребят, где опытные менторы, инструкторы обучают. Перспективы, конечно, есть карьерного роста. Они всегда, особенно в полиметалле. В полиметалле очень ценят в первую очередь молодых специалистов. И за старания всегда замечают старания работников и всегда поощряют. Особо поощряют в компании за новаторские идеи и усовершенствование процесса производства. Карл Варламов с коллегами взялся за проект по оцифровке данных кернохранилища. Как видите, ящиков много, стеллажей много. То есть работ производится много по разведке. И после всех работ, так называемый керн на геологическом языке, укладывается в такие ящики, подписывается, как, например, на примере какая скважина и интервал от такого-то, такого-то метров. Здесь уложен материал бурения. Мало того, что здесь они все, конечно, уложены в каком-то порядке определенном, но для упрощения намного мы предлагаем на стеллажи, на коробки промаркировать их, то есть нацепить QR-коды и с помощью этих QR-кодов создать отдельную базу данных именно кернохранилища. И в случае, если понадобится какой-нибудь ящик, какая-нибудь проба какой-либо скважины, мы могли просто поднять эту базу данных, посмотреть, где она лежит, в каком ящике снизу, например, в каком стеллаже, на каком этаже. Работы по проекту сейчас продолжаются. То есть мы с коллегами сейчас думаем о том, как все это будет выглядеть именно в базе данных самой. Но я надеюсь, в этом году у нас получится внедрить его. И нашим коллегам, и всем нам, геологам, будет проще работать с нашим материалом, который поступает к нам. То есть этот проект еще можно использовать и на других производственных? Да, конечно, мы для себя ставим цель, чтобы этот проект был максимально удобен для всех, то есть он был универсальный. Работа по 12 часов в сутки без выходных. И так 2 месяца вахты. Условия работы и досуга в поселке способствуют максимальному отдыху между сменами. Разлука с родными – цена достойной зарплаты. На вахте она на порядок выше, чем на доступной работе дома. К примеру, в зависимости от должности и квалификации она начинается от 150 тысяч рублей в месяц и выше. Но привлекает не только зарплата. Те, кто привык к такому графику, предпочитают именно эту работу.
работать в пятидневку. Я пробовала вот как раз перед вахтой, перед тем, как пойти на вахту. Мне не понравилось, потому что, 5 дней ты работаешь, 2 выходных – это очень мало. И в основном там у друзей, там какие-то тоже, все дела, пока кто сделает, с кем-то встретиться, очень сложно. А сейчас вот я, допустим, отрабатываю 2 месяца, приезжаю домой, 2 месяца я дома. Я могу каждый день делать, все, что я хочу, там, заниматься там ребенком, семьей, там, делами, всем. Мне нравится. Конечно, первый месяц, первые недели дома, конечно, ты не вспоминаешь, может, о них, но по истечению времени, 1,5-2 месяцев, ты уже начинаешь скучать по самой работе, уже по коллегам, уже охота приехать, их увидеть, уже спросить, как дела, пообщаться. Поэтому по работе тоже скучаю, поэтому и длинный межвахтовый отдых тоже нежелательно. Современное промышленное производство мирового уровня имеет далеко идущие перспективы и ждет своих новых героев, которые будут создавать историю горнорудной компании и давать драгоценный металл стране. Перспективы месторождения на ближайшие десятилетия, они очень понятны и ясны. Дальнейшие перспективы могут быть по данным разведки улучшены. Это десятилетия.